На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Президент Бадра Гунба представил коллективу администрации Ачимчирского района нового исполняющего обязанности главы Алхаса Кация. Глава государства характеризовал нового руководителя района как образованного и ответственного человека, патриота страны. Гунба поблагодарил Беслана Бигвава, который до избрания вице-президентом возглавлял район, за проделанную работу. Глава государства выразил уверенность в том, что позитивные перемены, которые начались под руководством Беслана Бигвава, будут продолжены новым руководителем. Алхас Кация назначен исполняющим обязанности главы района указом президента от 9 апреля. Хатырско Ачимчира район икун хоиха арака икшизыги ишивдуруипш снапы стаизвюз оспай намадана амтала район Ахадара азиуит Кация Алхас Зурабипа сразгуи анагот ира законы шахоипш айгва хараим гаква ашко район туилаза арашко я хаштуит Кация Алхас Заурипа абриатыпачы ишукургылара акырстаско хтысуп хайзыс пхезот алхра курамыштых амчрачыц аназайо ава апышызмо адырызмо хунткари хапсадгилы хаважлары бзизбо анапхкарачы даю убас дыспхезот Алхас Зурабипа уишары иждыру йоп района джакырдза джибаз бахо йоп сгуяна год а район икунхо рымацаура проблема куазнейра а проблема куацбара царакна акырт хортахапха табуб хаясферстахоб Беслан Владимир Ипа арташк сквертагдзана ира иходжиба ира идуней хопшиши злаҟола иважлар патурукдзана ихынзаилшоз арайон амаҵахазиуаз иаҳбот аиҭакрақәа аҽыԥсахрақәа сгәы иаанагот Алхас Зурабипа уи иҟаиҵахьоу инацҵаны ҳауаажәлар рымаҵаура дазахиоуп ҳа. Уважаемые жители города Ачимчиры, района, вы знаете, что в соответствии с моим указом Алхас Зурабович назначен исполняющим обязанности главой администрации Ачимчирского района. Я считаю, что Алхас Зурабович достойный представитель Ачимчирского района, опытный, грамотный, ответственный человек, который направит все свои усилия, возможности на реализацию тех задач, которые сегодня стоят перед руководством, в том числе страны, перед руководством района. Уверен, что мы сможем плодотворно взаимодействовать. Мы, безусловно, окажем значительную поддержку руководству района, учитывая, что непростая ситуация в Ачимчирском районе. Мы будем уделять особое внимание развитию района. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Беслана Владимировича Бигвава за его многолетний труд, направленный на созидание, улучшение и внешнего облика города, района в целом, на улучшение качества жизни граждан. Думаю, что у Алхаса Зурабовича есть достойный пример, продолжателем которого он обязательно будет. Еще раз благодарю вас, уважаемые жители района. Бадра Зурабипа, Беслан Владимир Ипа, Тауби Дудзана, Гураверах Сиштаз, Даре Бзин, Илыскавет, так Хукраяцу, и Садышгала Заус, и Бзинги Илыскавет, и Шимарем, Устука, Хапха, и Шишто, Аджихала Илшука Газам, Убисхас, Тахан Рабхадзе, Наргала, Набра, и то Абжива, Ачимчира, администрация, Усуица, Пыша, Змо, Джаба, Дука, Збахо, район, Аджабха, Псан, Раджабха, Дарас, Шукгухвет. Ямиштах актив хабра яла холо Ачимчира зиге Ачимчира район хкыта курзухан акыта ала холо тра администрация хатарнак тра хбыргтра бра Ачимчира хаму обадус пахцо депутатша ажлер рейзера депутатша район рейзера депутатша зиге мухчала бра япхиге ашырбхан аусура шазнейша зиге шахырпе баркны
حوس ورابخ يتصح صفها ويزقوانا قرسمو برابخ زنرقلنا شراس شوك بخوت يحمو أخوجي بطواق بحثار يحمو بحزايوة حبوس بيانا قد يتوبي دودزن حزاز فضل. Уважаемый Бадра Зурабович, уважаемые коллеги, депутаты парламента, депутаты нашего местного собрания, дорогие друзья и просто дорогие очамчирцы. Я искренне хочу поздравить тебя, Алхас Зурабович, с этим важным назначением. Это самый важный этап в твоей жизни. Быть главой Очамчирского района. Хочу тебе пожелать, чтобы на твоем жизненном пути были всегда преданные люди, люди-профессионалы. Потому что только с преданными людьми, с профессиональными людьми ты сможешь добиться тех поставленных целей и задач, которые вы ставите перед собой. Ты на эту должность не просто так вступил, тебя не просто так назначили, потому что ты человек ответственный, трудолюбивый, за тобой идут люди. Это самое главное. Я же хочу тебе еще искренне сказать, все, что ты будешь делать, чтобы это ценили люди, жители. Самая лучшая благодарность, искренняя благодарность, это благодарность жителей нашего района будет тебе. Хочу обратиться к своим сотрудникам, бывшим уже, наверное, к своим коллегам, с кем я проработал на протяжении этих последних лет. Я помню, когда я стоял здесь, на этой трибуне, первый раз выступал перед вами, я ощущал вашу поддержку, всегда ее чувствовал. И я хотел бы, чтобы ту же поддержку и еще больше вы оказали Алхасу Кация. Я думаю, это обязательно будет. Мы были в одной большой дружной семье. И мне немножко грустно, конечно, прощаться с вами. Я надеюсь, что я, как и говорил до этого, я буду приходить сюда часто в гости. Вы наверняка меня пустите. И пожелать всем удачи. Спасибо вам большое. Спасибо за ваше. Президент Абхазии Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бегвава посетили детский реабилитационный центр в Очамчире. Как сообщает пресс-служба главы государства, депутат парламента Резу Зантария за счет личных средств в городе Очамчира создает реабилитационный центр для детей с онкологическими заболеваниями и детей с ограниченными возможностями в память о своем скончавшемся от онкологии ребенке. Центр будет открыт в здании бывшего детского сада. Глава государства ознакомился с условиями, созданными в центре. Дети больные аутизмом, да, они нуждаются в том, чтобы видеть какой-то свет и реагировать на мир, чтобы они мир увидели свой. Они должны это видеть, и вот это оборудование, оно около 3,5 миллионов стоит, самое такое. Вот мы не заказано, но чтобы дальше понять, что сделать с этим оборудованием, нужно понять хорошую, правильную консультацию специалиста. Вот что я прошу вас, чтобы мы хороший консилиум создали и приняли сюда такое первичное оборудование, чтобы оно было передовым, да, самым одним из лучших. Денег не просим, ничего, прошу только, чтобы мы здесь сделали такой центр, чтобы он в Абхазии был востребован и стоял здесь, в Очамчирском районе. Такая идея была. Если там можно будет потом память как-то ребенка, значит, будет чувствовать здорово. Вот как выглядит ванна детская, да? Куда он приходит, моется, бывает. Это в том числе для коллег. Да, конечно, все так и рассчитано, все сделано там такими детскими штуками, что такое маленькое, среднее, чтобы ребенка можно было посадить. Там есть еще некоторые приспособления, которые будут делать. Все работает, все вода горячая, холодная. Вот еще один зал. Тоже это где индивидуально будут делаться, здесь как бы для медсестр, где врачи будут сидеть, консилиумы какие-то проводить, разговаривать. Я знаю, с чем я столкнулся, да, то есть будут вертикализаторы стоять, дети, которые больны церебральным параличем, они не могут ходить, их надо учить ходить. И для этого есть такие специальные дорогостоящие оборудования, так называемые вертикализаторы. Для этого я уже стал как сам реабилитолог, поднимаются, их учат ходить, учат мышцы разрабатывать. И этого в Абхазии нету, это очень дорогое, даже в Сочи таких вещей нету, когда
индивидуально по возрасту ребенка подбираешь то самое оборудование. Вы не представляете, я это привез с Испании для моего ребенка, и вот это мы пользовались, он поднимал, я надеялся, что он выживет, и каждый раз, а это после онкологических больных, дети в этом абсолютно нуждаются, так это борьба за смерть или за жизнь, ее надо победить и им помогать. Их у нас, к сожалению, они есть у нас. Мы все знаем, Реза Платонович, какая трагедия была. Он со своим ребенком носился на протяжении многих лет, лечил его на своих руках, возил, носил. И когда вот этот трагический случай произошел после смерти ребенка, он пришел ко мне, говорит, надо поговорить. Я говорю, что вы, Платонович? Он говорит, хочу сделать детский реабилитационный центр. Дай помещение. Помещения, как известно, в районе нету. Но тут так обстоятельства сложились. У нас это был раньше садик детский, новый садик построили, детей туда перевели. Я говорю, вот Платонович есть, но оно в таком состоянии, ужасно, надо ремонтировать. Он говорит, я это все сам сделаю, своими руками, мне никакая помощь не нужна. И вот он сделал, вот где-то около года, да, занимался ремонтом. Да, год практически делали ремонт, но подошли сегодня из что? специальных даже картин, все подбирали, по истории болезни каждого ребенка. Реза Платонович, я благодарен вам за ту социальную ответственность, которую вы проявляете. Действительно, детишки с ограниченными возможностями, к сожалению, количество их неуклонно растет. И реальных реабилитационных центров, профессионально обустроенных, к сожалению, у нас очень мало. И в этой связи то, что вы сегодня делаете, реализовываете за счет собственных средств, это особая поддержка государства, это особое отношение к детям. И я благодарю вас, пользуясь возможностью, за все, что вы сделали. Я уверен, что это прекрасный пример для остальных наших граждан, которые имеют возможность помочь нашим детям, детям с ограниченными возможностями. Безусловно, и государство дальше будет поддерживать, реализовывать. Но тот ваш шаг, он, безусловно, является примером для подражания. Спасибо вам большое. Надеюсь, что здоровье детишек, которые будут попадать в этот центр, безусловно, будет улучшаться. Это и атмосфера, и профессиональные отношения врачей, реабилитологов и многих других специалистов, которые направят свои усилия на улучшение жизни наших детишек. Спасибо вам большое. Спасибо. Бадра Гунба и Алан Гаглоев поручат правительством Абхазии и Южной Осетии подготовить соглашение о беспошлинной торговле. Документ планируется подписать в ближайшее время, сообщили в пресс-службе главы государства. Гунба в телефонном разговоре подчеркнул значимость документа и отметил, что абхазская сторона будет готова подписать его после окончательного формирования состава Кабмина. Вопросы сотрудничества обсудили в телефонном разговоре президента Абхазии и Приднестровья Бадра Гунба и Вадим Красносельский. Красносельский поздравил Гунба с избранием на президентский пост, пожелал успехов в служении народу Абхазии, сообщили в пресс-службе главы государства. Гунба, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность республики в развитии отношений с ПМР. Между тем, в официальном представительстве Республики Абхазия в Приднестровье организована фотовыставка «80 мгновений из жизни Владислава Арцинба» и подготовлен доклад с презентацией «Жизненный путь великого сына Абхазии», посвященный первому президенту республики Владиславу Арцинба. 9 апреля посмотреть фотовыставку и заслушать доклад о жизни Владислава Арцинба в представительство пришли учащиеся Тираспольского Суворовского училища. Суворовцы познакомились с фотовыставкой, на которой представлены 80 фотографий из жизни Владислава и прослушали доклад о его жизненном пути. В завершении встречи суворовцы поделились своими впечатлениями, оставив записи в книге памяти. Парламентские вести. Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия, представленный в парламент президентом, обсудили на расширенном заседании парламентского комитета по обороне и нацбезопасности, сообщается на сайте парламента. Законопроект предусматривает ограничения в ношении оружия. По итогам обсуждения члены комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии парламента для принятия в первом чтении. Очередное заседание рабочей группы Народного собрания по выработке предложения о поправках к Конституции Республики Абхазия состоялось 10 апреля в парламенте под председательством депутата Беслана Халваш.
Новости культуры. Новый образовательный проект для молодых исполнителей, учащихся специализированных музыкальных учебных заведений и недавних выпускников обсудили в ходе рабочей встречи министр культуры России Ольга Любимова с народной артисткой России Хиблой Гирзмава. Его программа станет логичным продолжением инициативы «Уроки с мастерами», успешно реализованной в рамках второго международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Гирзмава. Новый курс рассчитан на 1,5-2 месяца интенсивной подготовки и завершится публичным концертом или спектаклем. Особое внимание уделено интеграции различных жанров, от оперного искусства до эстрады и джаза. Как пишет в своем телеграм-канале Ольга Любимова, система музыкального образования в России сильна традициями, личностями, школами. Важно, чтобы юные таланты имели возможность не только получать знания, но и соприкасаться с живым профессиональным опытом признанных мастеров. Проекты Хиблы Леварсовны вносят весомый вклад в культурное просвещение и развитие молодежи, создавая настоящую среду роста. Конец цитаты. Кроме того, обсудили дальнейшее развитие международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Гирзмава. Исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр выступила в качестве эксперта форума «Евразия. Территория традиционных ценностей». Она приняла участие в панельной сессии по вопросу культурного кода Евразии, сообщили в пресс-службе Минкульта. Смыр рассказала о том, что в Абхазии развивается сфера кино, там работают как местные молодые режиссеры, так и иностранные. В прошлом году, уточнила она, художественные и документальные фильмы в республике снимали более 25 кинокомпаний. Динара Смыр подчеркнула, что абхазский климат позволяет снимать кино круглый год и пригласила всех заинтересованных режиссеров в республику. Делегация из Абхазии принимает участие в международной конференции, посвященной 120-летию Михаила Шолохова, которая проходит в Москве. Нашу страну представляют Регина Авицба, Владимир Зантария, Арда Ашуба, Василий Авицба и Беслан Кубахи. Спасти лес через искусство. Выставка предметов искусства из дерева с такой концепцией открылась в художественной галерее Ауада. Автор произведений – скульптор, мастер по дереву Адамур Аршпа. Через свои арт-объекты хочет привлечь внимание к богатому разнообразию древесных пород и проблемам леса в Абхазии, болезням каштана, исчезновению самшита и несоблюдению правила «срубил дерево, посади два». Подробнее Надежда Боровикова. Первая персональная выставка художника, скульптора, мастера по дереву Адамура Аршба открылась в галерее Ауада. Экспозиция посвящена уникальному лесу, который расположен в Ачамчире, где родился и вырос Адамур Аршба. Абхазская научно-исследовательская лесная опытная станция, сокращенно АБНИЛОС, основана лучшими учеными-ботаниками Советского Союза почти 70 лет назад, чтобы выявить и рекомендовать для лесного хозяйства и озеленения курортов лучшие породы деревьев и кустарников. Это лес вообще 5 континентов, он еще в советское время такой масштаб приобрел, и высаживались деревья вообще со всех континентов, в общем. И я туда ходил с детства просто гулять, проводить там время. Бывало, вот какие-то коряги находил, и они все приобретали, можно сказать, вторую жизнь. Вот. И, опять-таки, хотелось привлечь внимание, чтобы люди знали о таком знаковом месте. То есть это ботанический сад, можно сказать, только в большом масштабе. Изначально Адамур Аршба был влюблен в сам лес. Красивые аллеи, разнообразие и множество деревьев. Со временем он увлекся скульптурой и осознал, какой потенциал для произведений искусства и предметов интерьера скрывается буквально под нашими ногами. Для своих арт-объектов Адамур Аршба собирает материал, оставшийся после санитарных обрезок. Обычно это сухие или испорченные паразитами и болезнями части деревьев. Они же и диктуют форму будущих произведений. Здесь, в этой части, где-то вот это было заражено. Получается, я вот это отрезал, здесь отрезал, чтобы удалить болезнь, так сказать. И вот остался вот такой кусок. И мне надо было из этого что-то придумать. Не знаю, вот такая штука вышла. Она немного абстрактная, но здесь узнается птица, утка или лебедь или так далее. Вот. Опять-таки вот эта резьба, напоминающая перья, и она людям, то есть, дает понять, что это птица. Специально не делал академический рисунок, есть там, который более понятно, детально, как настоящая птица, да, чтобы люди могли фантазировать. Случается, что зараженные материалы так интересно и красиво выглядят, что хочется оставить дефект. Тогда паразиты становятся частью искусства. Древоточец, да, который живой, сейчас там, в этом предмете есть живое существо,
можно сказать, террариум сейчас у нас тут есть, который поедает дерево, то есть замедленно. Ну, просто она лет 5, про 10, может быть, даже продержится, но там медленно-медленно оно самоуничтожается, так сказать. Можно поставить в стеклянную коробку и наблюдать, как вот произведение искусства самоуничтожается в течение жизни. При создании своих произведений Адамур Аршба не использует лаки, краски и прочую химию, только обжиг, резьба, в редких случаях масло. Но и у этого правила есть исключения. Например, этот экспонат. С течением времени он обзавелся кроваво-красной слезой. Вот это обожженная скульптура, и эти тоже обожженные, но вот здесь уголь присутствует. Здесь сошкурен уголь, то есть здесь она была обожженная в таком виде, потом мелкой шкуркой или даже тряпкой вот этот налет уходит, и он такой приобретает более коричневый цвет. Если честно, вот изначально скульптура была без трещины, потом на протяжении какого-то времени появилась трещина. Мне не нравилась эта трещина, что она как будто бы все испортила. И потом этот, можно сказать, недостаток мы в основную идею скульптуры переросла она. В своей мастерской Адамур Аршба производит и предметы интерьера, авторские столы, тумбы, кресла, но в рамках данной экспозиции представлены только предметы искусства. Своим творчеством художник хочет привлечь внимание к проблемам леса. Я вообще планирую пригласить сюда научных сотрудников Абнилоса. Они очень интересные повествования могут дать по поводу нашего леса и вообще ситуации. Нас вырубают леса, но мало кто их сажает. То есть это закономерность, да, когда там срывают какое-то количество деревьев, должны сажать. Это, я думаю, что не совсем соблюдается, и очень много проблем, опять-таки, с пальмами, с самшитом, с каштаном, очень много болезней. То есть это есть проблема, и, естественно, это, как мы знаем, легкие вообще города и страны. Вот. Плюс такое красивое место, оно должно развиваться и жить, и, может быть, я не знаю, какое-то финансирование поможет нашему, не то что лесу, а вообще нашей стране. Взять умирающий, никому не нужный кусок дерева и вдохнуть в него новую жизнь, увидеть потенциал и, приложив усилия, создать ценность из того, что большинство людей сочтет мусором. В этом отчасти и заключается талант художника и сила искусства. Адамур Аршба представляет собой то поколение молодых авторов, которые через свое творчество говорят о сохранении и бережном отношении к тому, вот все, что нас окружает, к людям, к природе, к животным, памятникам культуры, истории, традиции. И это очень важно. Первая персональная выставка Адамура Аршба будет доступна в галерее Ауада до 8 мая. Все представленные экспонаты можно приобрести. Надежда Боровикова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Новости образования. Исполняющий обязанности министра просвещения Абхазии Инал Габлия принимает участие в общественно-деловом форуме «Евразия. Территория традиционных ценностей», организованном ОНО «Евразия» в Москве в честь годовщины деятельности организации. Форум стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов сохранения и укрепления традиционных ценностей в современном мире. Инал Габлия выступил на панельной дискуссии. Он подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей для развития общества и отметил, что Абхазия придает большое значение укреплению связей с другими странами и народами, разделяющими эти ценности. Общественно-деловой форум «Евразия. Территория традиционных ценностей», он объединяет нас как представителей различных культур. Мы обмениваемся опытом, мы делимся своими знаниями, идеями, проекты обсуждаем совместные. Вот это уникальная возможность, да, это площадка для сотрудничества, потому что именно в сотрудничестве, в дружбе и рождаются общие ценности. Вообще ценность дружбы и сотрудничества, мне кажется, это как раз одна из главных традиционных ценностей вообще нашей планеты в целом. И это и продвигает ОНО «Евразия». Министр также принял участие в круглом столе экспертной сессии, посвященных различным аспектам культурного и духовного наследия.
Вторая группа школьников из Абхазии отправилась в Артек. В нее вошли 16 человек. Смена продлится 3 недели до 2 мая. Возможность побывать в Артеке получили дети, которые показали хорошие результаты в учебе и стали победителями школьных олимпиад. Ранее в этом году в Артеке побывали более 100 детей из Абхазии. Увеличение квоты для республики стало возможным благодаря договоренностям с Минпросвещения России, что также отметил Инал Габлия в ходе участия в общественно-деловом форуме «Евразия. Территория традиционных ценностей». Хочу поблагодарить Сергея Сергеевича за возможность сотрудничества с Артеком. Международный детский центр Артек в этом году отмечает столетие. И буквально неделю назад наши дети вернулись в составе более 100 человек из этого замечательного места, из этой страны детства. И это тоже возможность для стран Евразии пропагандировать, воспитывать традиционные ценности в детях. В прошлом году я лично был в Артеке, и я приехал завороженный, удивленный тем, как Российская Федерация уделяет внимание воспитанию своих детей. Да, это действительно будущее, которое создается вот прямо здесь, прямо на наших глазах. Это и почитание героев артековцев. Меня больше всего удивил реквием, который проходит каждую смену в Артеке. Это дети, которые отдали свою жизнь за Родину в юном возрасте. И там стоят памятники этим героям, артековцам. Некоторые даже герои Советского Союза есть среди них. Вот этот опыт мне был очень ценен, и я своих детей, да, наших детей из Республики Абхазия с этим поздравил, что у них эта возможность есть, вот туда ездить. И совсем скоро следующая группа поедет туда снова. Мы продолжаем рубрику «Аспиранты» на База ТВ. Для юриста Хамиды Купалба крайне важно, чтобы ее диссертация была применима в практической деятельности, чтобы результаты работы и выработанные рекомендации не были декларативно запечатлены на бумаге, а стали полезны для законодателя, юристов, практиков и студентов. Слово Алисия Адлейба. Хамида Купалба начала свой путь в науке еще в стенах Кубанского государственного университета на юридическом факультете. Воодушевленная успешной защитой дипломной работы на тему права нации на самоопределение на примере Абхазии и Южной Осетии, она, недолго думая, продолжила обучение в аспирантуре, на тот момент еще в городе Краснодаре. После 2 лет учебы жизнь несла свои коррективы, и Хамида, вернувшись в Абхазию, посвятила себя семье и воспитанию детей. Спустя 12 лет девушка решила продолжить обучение в аспирантуре, но уже на родине. Хамида убеждена, что если однажды окунуться в научную среду, то выйти из нее очень сложно. Детки мои подросли, я стала работать в Конституционном суде Республики Абхазия, помощником судьи Пиля Дианы Эдуардовны. Диана Эдуардовна активно занимается научной деятельностью, и она меня, можно сказать, подтолкнула снова поступить в аспирантуру, но уже здесь, в Институт экономики и права Академии наук Абхазии. Она меня заразила этой идеей. То, что касается вот внутренних мотивов, да, почему все-таки дальнейшая учеба именно в аспирантуре, ну, это, наверное, скорее всего, интерес заниматься исследовательской деятельностью. Хамида Купалба выбрала темой своей кандидатской диссертации специальные административно-правовые режимы. В отечественной юридической науке глубоких исследований в этой области нет. При написании кандидатской диссертации Хамида проанализирует формы государственного управления, допускающие ограничения правосубъектности физических лиц и юридических, вводимых в качестве временных мер, обеспечиваемых средствами административно-правового характера и направленных на обеспечение безопасности личности и общества в период военного и чрезвычайного положения. Тема моего диссертационного исследования называется «Специальные административно-правовые режимы». Данные режимы, они действуют в таких экстраординарных условиях, необычных условиях для функционирования государства. Это режим военного положения, режим чрезвычайного положения. И в свете последних событий, связанных вот с пандемией, и ранее яркие события в истории Абхазии, наша война, Отечественная война народа Абхазии, как раз-таки все это способствовало тому, что я определилась с темой и
начала работать именно над этим исследованием. На сегодняшний день я, можно сказать, на первой ступени исследования. Я занимаюсь сбором информации, литературы, знакомлюсь с зарубежной литературой и практикой, изучаю нормативно-правовые акты, наши абхазские нормативно-правовые акты, провожу определенные параллели с нормативной базой зарубежных стран. О выводах говорить рано, об этом можно будет говорить только впоследствии комплексного изучения проблемы. Для Хамиды Купалба крайне важно, чтобы ее диссертация была применима в практической деятельности, чтобы результаты работы и выработанные рекомендации не были декларативно запечатлены на бумаге, а стали полезны для законодателя, юристов-практиков и студентов. Будем брать, допустим, ситуацию с пандемией, да, мы попали в такую, опять же, экстраординарную ситуацию, когда органы государственной власти, те же министерства и ведомства в первое время, на начальном этапе, не знали, как вести себя, как взаимодействовать и функционировать, потому что привычный уклад и работа, они перешли на новый уровень, и требовалось затраты больше ресурсов. Наша съемочная группа обсудила с Хамидой сферу национальной юриспруденции. Она отметила, что на современном этапе юристам особенно надо быть на страже защиты государственных интересов, прав и свобод своих граждан. Закрыть дверь аспирантуры и сказать, что все тут вот после защиты диссертации все окончено, я думаю, что нет, конечно же. Я буду и в дальнейшем интересоваться наукой, посещать научные мероприятия и, соответственно, применять те навыки, которые будут известны мне и получены в ходе обучения, уже на практической деятельности применять. Я думаю, что вообще у нас в обществе нужно со школьной скамьи прививать детям интерес к обучению. Могу сказать, что на сегодняшний день делаются серьезные как раз такие шаги со стороны государства в пользу поддержки научной деятельности. Мы, вот аспиранты Института экономики и права, чувствуем эту поддержку со стороны старшего поколения, потому что нас постоянно агитируют съездить на какое-то научное мероприятие, поддерживают, информируют о том, что, допустим, существует какая-то определенная площадка, на которой можно поучаствовать. Государство берет на себя финансовые расходы. Хамида Купалба в ходе своего исследования выявляет пробелы в законодательстве, устранение которых повлияет на эффективность правоприменения. В случае успешной защиты диссертации она вполне может стать еще одним шагом для укрепления и развития законодательной базы нашей республики. Алиса Адлиба, Сандро Блоти, Абаза ТВ. Десятая пасхальная выставка-ярмарка «Праздник сладости» состоится 17 апреля в ресторане «Магнолия» в Сухуме. Торгово-промышленная палата приглашает всех посетить ярмарку, чтобы приобрести к Пасхе много разных вкусностей, порадовать себя и своих близких и друзей. Заявку на участие в пасхальной выставке-ярмарке нужно направить до 14 апреля по электронному адресу biz@tppra.org, либо позвонив по телефону +7 840 226 03 94. Туризм и рейтинги. Уровень бронирования в Абхазии, по данным туроператоров, вырастет на 15% по сравнению с прошлым годом. В 2024 было продано около 600 тысяч туров в республику, уточнил в эфире «Радио Спутник» ИО замминистра туризма Астамур Барцыц. Он подчеркнул, что одна из задач ведомства – сделать так, чтобы людей, которые приедут на длительный отдых в Абхазию, было больше, чем однодневных туристов. Этому может способствовать появление современных отелей с хорошим номерным фондом. По словам Астамура Барцыц, отдых в Абхазии на майские праздники обойдется примерно в 40 тысяч рублей на двоих. Летом стоимость вырастет примерно в 2 раза.
Турпоезд «Рица» в этом году совершит один рейс 11 октября. Путешествие продлится 7 дней и 7 ночей. Продажи билетов еще не начались, сообщается на сайте РЖД. Состав выезжает из Москвы и посещает Новороссийск, Гагру, Сухум, Сочи, Ростов-на-Дону. В каждом городе запланированы экскурсии. Турпоезд «Рица» впервые прибыл в Абхазию в сентябре 2023-го. Это настоящий отель на колесах. Помимо привычного вагона-ресторана, там есть вагон-бар, вагон-зал, где можно потанцевать, и даже вагон-сауна. А на «Рице» впервые за несколько лет выпал апрельский снег. На Ауатхаре за последние 3-4 года в апреле снег выпадал, но на «Рице» это довольно редкое явление. Климат меняется с каждым годом, рассказал спутник главный лесничий Рицинского нацпарка Тенгиз Джергения. Снегопад начался ночью 9 апреля и усилился к утру. К полудню толщина снежного покрова достигла 15 сантиметров. На одном из участков дороги к озеру образовался небольшой затор, но спецтехника расчистила путь. Движение автомобилей восстановлено. Сейчас о погоде. В пятницу 11 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, туман. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 0 до 5, днем от 9 до 14 градусов. Температура морской воды 12 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. Оставайтесь вместе с нами. За развитием событий следите на Абаза ТВ.